То, что так пытаются скрыть власти Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто еще попал под раздачу из-за диктаторских властей нашей страны. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Марат Маматшоев, брат Ульфатхони Маматшоевой, известной в Горно-Бадахшанской области журналистки и блогера, заявил, что его сестра задержана в Душанбе сотрудниками ГКНБ и Генпрокуратуры. Накануне в МВД страны обвинили Ульфатхони Маматшоеву в том, что она якобы является одним из организаторов беспорядков в Горно-Бадахшанской автономной области. Но официальных обвинений ей не выдвинули до сих пор, сообщает ее брат. Гражданская активистка Ульфатханим Маматшоева обвиняется в публичных призывах к свержению власти, сообщили источники. МВД Таджикистана ранее назвала активистку и ее бывшего мужа Халбаша Халбашова организаторами беспорядков в Горно-Бадахшанской автономной области. Ульфатханим Маматшоева была задержана 18 мая в Душанбе сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры Таджикистана. Местонахождение ее бывшего мужа Халбаша Халбашова пока неизвестно. Осведомленный источник сообщил, что в отношении Ульфатханим Маматшоева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Утром 18 мая сотрудники Нацбезопасности и Генпрокуратуры задержали Ульфатханим в ее квартире в Душанбе. Близкие сопровождали ее до здания ГКНБ. Позже был произведен обыск в квартирах сына и дочери Ульфатханим. Она заявила, что отвечать на вопросы следователей будет только в присутствии адвоката. «Вчера вечером мы нашли ей адвоката», сказал один из близких задержанной активистки. Попытки получить комментарии в ГКНБ и Генпрокуратуре Таджикистана не увенчались успехом. Адвокат отказался от беседы, ссылаясь на то, что подписал подписку о неразглашении. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли женщина виновна? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. МВД Таджикистана 17 мая обвинила Ульфатханим Маматшоеву наряду с Маматбакиром Маматбакировым и находящимся в розыске Алимом Шерзамановым в организации незаконного митинга в Угбао. В тот день журналисты радио Азайди настоящего времени записали интервью с Ульфатханим Маматшоевой. Активистка назвала все обвинения в свой адрес беспочвенными. По ее словам, она не причастна ни к каким противозаконным действиям и на прошлой неделе побывала в Хороге в рамках общественного проекта, который не имеет никакого отношения к протестам. После интервью на журналистов напали неизвестные. Они отобрали всю служебную технику, а также рабочие и личные мобильные телефоны. Местонахождение Халбаша Халбашова, бывшего мужа Ульфатханим Маматшоевой, пока неизвестно. Официальной информации о его задержании нет. Осведомленный источник сообщил, что накануне был проведен обыск в квартире Халбашова в Душанбе. Последние годы генерал Халбаш находился на пенсии, но по просьбе властей продолжал службу в погрануправлении Сагдийской области. После вчерашнего допроса его никто не видел, сообщил источник. МВД Таджикистана 19 мая сообщила, что члены террористической группировки были обеспечены оружием и боеприпасами под руководством и при финансировании находящихся в розыске члена экстремистской террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Халбаша Халбашова и Ульфатханим Маматшоевой. Власти всеми силами стараются засекретить все, что там происходит. В одном из последних заявлений говорится, что якобы группировка из 200 боевиков, каким-то образом получивших оружие из-за рубежа, блокировала одну из автотрасс в Рушанском районе, соединяющую Бадахшан с центральными регионами Таджикистана. 18 мая веб-сайт Памир Daily News написал, что Халбаш Халбашов задержан в Сагдийской области. Другие подробности неизвестны. Ситуация в Гбао остается неспокойной с 14 мая, когда несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Бар-Хорог и потребовали отставки главы Гбао Алишера Мирзанабота и мэра города Резона Зарзода, снятия всех блокпостов в центре, прекращение преследования жителей Бадахшана, проведение справедливого расследования ноябрьских событий и освобождение задержанных и осужденных активистов. Власти Таджикистана обвиняют всех недовольных граждан в членстве в преступных группировках и вооруженном сопротивлении. Местные жители заявляют, что вышли на улицу для защиты своих прав, поскольку уже несколько месяцев находятся под жестким давлением со стороны властей. А как вы относитесь к тому, что происходит в Гбао и как на это реагируют власти? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.